Вы обратили внимание, может быть, уважаемые журналисты, сколько раз прозвучало слово «уникальный»? Уникальный, и это было слово прозвучало в выступлении министра культуры Российской Федерации. Безусловно, сложно по-другому, наверное, охарактеризовать то пространство, которое здесь появилось. Но я все-таки хочу напомнить, что ремонтные работы в этом сельском доме культуры, они велись не первый год. И инициатором и первую поддержку оказала вам нынешний депутат Госдумы Алла Леонидовна Салаева, потому что именно по ее инициативе сначала было выделено из резервного фонда Чувашской Республики порядка 25 миллионов рублей. Конечно же, безусловно, поддержал глава Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев на ремонтные работы. Я прекрасно помню, в каком состоянии был этот дом культуры, когда мы приехали сюда еще до ремонтных работ. Как непросто было работать Евгению Владимировичу для того, чтобы все сделать вовремя. И этих средств сначала нам не хватило. Было выделено дополнительно при поддержке главы Чувашской Республики для того, чтобы здесь дом культуры преобразовался. И мы сейчас видим действительно комфортные условия как для жителей, так и для работников, которые здесь трудятся. Ну и следующим шагом это стало участие в национальном проекте культуры, и 8 миллионов рублей пришло в 2024 году на создание модельных библиотек. Дорогие друзья, вот знаете, если говорить вообще о развитии культуры в республике, наверное, мы очень быстро идем вперед, потому что Олег Алексеевич Николаев, глава Чувашской Республики, он поддерживает практически все наши инициативы. Хочу обратить внимание, что в этом году, в 2024 году, при поддержке национального проекта культуры мы в республике открываем 2 библиотеки. Это вот в селе Напольное и в городе Алатырь. Но 8 мы откроем благодаря инициативе и поддержке главы Чувашии. 8 библиотек. И перед нами стоит задача, чтобы во всех муниципалитетах было как минимум по одной модельной библиотеке. Я думаю, вы видите, я уже обращаюсь к жителям села Напольное, к руководству муниципалитета, насколько интересно, насколько комфортно и насколько уникально, как вы сами сказали, здесь можно теперь развивать детей. Создаются условия для того, чтобы пожилые люди, к примеру, которые не владеют компьютерной грамотностью, приходили сюда, обучались. Они могли что-то получить госуслуги через именно то компьютерное оборудование, которое здесь. То есть здесь возможность для всех. Но самое главное, знаете что? Чтобы вот в этом углу дети, не обращая никакого внимания на нас, они заняты. Мы им уже не нужны. Им интересны игры, им интересны книги. Вот это самое дорогое. И над этим мы будем работать вместе с главой Чувашской Республики, вместе с нашим руководством нашей страны. Я поздравляю вас с этим праздником. Ну и какой праздник без подарков? Но если говорить о библиотеке, это, конечно же, книги. Я привезла вам новые книги, которые изданы как в Чувашском книжном издательстве, так и при работе наших музеев, нашей библиотеки. Это книги, которые посвящены славным именам земли чувашской. Эта книга уникальная, тоже теперь слово привязалось. Книга замечательная, посвященная творчеству Надежды Павловой, книга, посвященная столетию чувашской автономии. Я уверена, что здесь отбоя не будет от детей, потому что школа рядом. Здесь будут возможности как для взрослых, так и для детей. Я поздравляю вас, и Евгений Владимирович, мы ждем, конечно, от вас заявок для центральной районной библиотеки. Спасибо. Потому что опорные населенные пункты — это теперь вот то, на что мы в первую очередь обращаем внимание. Поздравляю вас. Спасибо. Спасибо.